В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нюргуяна Иванова. Компании в сферах туризма и авиаперевозок из-за ситуации с коронавирусом получат отсрочку в выплате налогов. Эта мера впоследствии может быть расширена и на другие отрасли. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что ситуация с COVID-19 коснулась прежде всего сфер туризма и авиаперевозок. Тем временем Росавиация прорабатывает сразу несколько мер поддержки авиакомпаний на фоне приостановки значительной части международных рейсов из-за коронавируса. Среди них возможная договоренность с лизингодателями о снижении ставок, обнулении НДС на рейсах в обход Москвы, а также прямая финансовая помощь. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра транспорта России, руководитель Росавиации Александр Нерадько. Он также добавил, что оценка финансово-экономического состояния российских авиакомпаний показала, что крупных перевозчиков в зоне риска нет. В зоне риска остается только авиакомпания «ЮТР». В Якутии не наблюдается дефицита продуктов питания. Минпред Якутии проанализировал ситуацию на рынке. В 25 районах республики представителями центров «Мой бизнес» организованы выезды на оптовые базы и розничные магазины. Цены сохраняют стабильность. В Якутске сотрудники Минпреда осуществили выезды в оптовые базы и крупные торговые объекты. Так, временная нехватка наблюдается по непродовольственной группе товаров. Это санитарно-гигиенические маски, антисептики для рук. Как сообщили в министерстве, ведомство продолжает работу по сбору информации по запасам продовольственных и непродовольственных товаров. В целом ситуация на потребительском рынке региона устойчивая. Также не отмечено резких скачков цен. Власти намерены благоустроить в этом году парк в городе Нюрба и набережную в городе Покровске. Оба проекта являются победителями прошлого года всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Также в плане текущего года благоустройство территории парка СОШ номер 2 в Нерюнгре, завершение набережной озера Талая, сквер Ямщиков и сквер к 250-летию землеустройства Якутии. Все три последних объекта находятся в Якутске. Что касается средств, выделенных в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году, то их направят на благоустройство 9 общественных пространств и 46 дворовых территорий. Финансирование составляет около 200 миллионов рублей. Дворовых территорий более 147 миллионов рублей. Отметим, что нацпроект «Жилье и городская среда» состоит из 4 федеральных проектов. Это жилье, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, ипотека и формирование комфортной городской среды. Проект рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования из всех источников более 1 триллиона рублей. Предварительные итоги проекта «Эффективный регион» подвели в Якутии. Так, устаревшее оборудование убойного цеха якутской птицефабрики планируется модернизировать. Поручение по изысканию средств на эти цели дал глава республики Айсен Николаев. ЛОРП определили масштабный проект по ремонту судна СК-2030. В водоканале поставили планы по оптимизации процесса заключения договоров с организациями, сбора платежей с населения, внедрению автоматизированной программы. Отметим, что проект запущен в регионе госкорпорации «Росатом». Ее специалисты помогают якутским властям в применении методов производственной системы на предприятиях. Их конечная цель – повышение производительности труда, внедрение бережливых технологий и совершенствование рабочих процессов. Напомним, что в ноябре прошлого года Якутия стала 25-м регионом страны, присоединившимся к проекту. Для участия в проекте тогда отобрали несколько предприятий и ведомств. Это Минкультуры, Миноборнауки, Минспорта, компании «Водоканал», Ленское объединенное речное пароходство, Теплоэнергосервис и Якутская птицефабрика. Авиакомпания «Полярные авиалинии» предоставит бесплатные авиабилеты для детей от 2 до 12 лет из Якутска до Оленька и обратно. Спецтариф действует до конца 2020 года. Бесплатные билеты можно приобрести только в кассах авиакомпании. Рейс из Якутска в Оленек и обратно выполняется до 28 марта по четвергам, а потом будет выполняться по пятницам. Дети не принимаются к перевозке на рейсы авиакомпании без сопровождения взрослых. Отмечается, что решение о выделении из местного бюджета субсидии на возмещение расходов для данной категории пассажиров принято властями Оленекского района Якутии. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.